Здравствуйте, дамы и господа! Приветствую всех адекватных россиян. Ассаламу алейкум, уважаемые кавказцы. Кавказцы — это грузины, азербайджанцы, карачаевцы, балкарцы, черкессы, кабардинцы, дагестанцы, чеченцы и ингуши. Автохтонные народы нашего Кавказа. Народы, которые имеют свою историю и территорию на Кавказе. Ассаламу алейкум, братья ингуши, братья чеченцы, войнахи. Я вас всех приветствую. Сегодня я хочу ознакомиться со статьей, которую я написал уже давно. Статья называется «Как осетинские лоббисты спекулируют трагедией, произошедшей в Беслане». Материалы статьи взяты из достоверных, открытых источников. Также к статье приобщены материалы встречи Владимира Путина с матерями Беслана. Также есть материалы, архивные материалы, приобщенные к этой статье по этой же теме. Я хочу вас ознакомить с тем, как осетинское лобби делает все для того, чтобы отменить закон о реабилитации репрессированных народов. Для начала давайте разберем слово, что значит слово лобби или лоббизм, фразеологизм этого слова. Система агентов, контор, монополий, существующих при законодательных органах ряда стран, оказывающих давление на представителей власти, чиновников, депутатов в целях проведения выгодных им актов, назначений и так далее. Теневое закулисное давление на власть, торг с властью со стороны представителей экономически сильных структур, оказывающих влияние на принятие правительством и законодателями решений в их пользу. Чтобы окончательно приостановить действие закона о реабилитации репрессированных народов, группа депутатов от Северной Осетии во главе с В.К. Казаевым добилась на 5-м съезде народных депутатов РСФСР создания нового комитета, полное название которого Межрегиональный координационный комитет защиты прав насильственно переселенных народов и движения за сохранение существующих административно-территориальных границ. Не будем оспаривать необходимость этого комитета, но уже одна попытка сравнить репрессивные народы, каждый из которых потерял почти половину своей численности в пути следования, в местах изгнания, с так называемыми насильственно переселенными народами, является, мягко говоря, непорядочной и свидетельствует о безнравственности инициаторов создания такого комитета и так называемого закона о насильственно переселенных народах. Может ли допустить здравомыслящий человек такое сравнение? Ведь по словам того же Д.Г. Кабисова, миграция южных осетин на плодородные ингушские земли позволила им значительно улучшить жизненные условия, а это в свою очередь способствовало еще большему миграционному оттоку из автономной области. Кроме того, В.К. Казаев и ему подобные, хотя и сами прекрасно понимают, но как заинтересованные создают видимость того, что они якобы являются поборниками справедливости и вводят своими публикациями в заблуждение читателей и общественность. Спрашивается, почему народы, которые подразумевает В.К. Казаев, то есть насильственно переселенные после 1957 года, так же как ингуши, чеченцы, карачаевцы, балкарцы и другие народы, не переселились в свои прежние места. Да потому только, что переселенцы удвоили, утроили свое материальное состояние, получив ингушские дома, все движимое и недвижимое имущество. А ингуши и чеченцы в годы пребывания в Казахстане и республиках Средней Азии понесли такой ущерб, подверглись такому удару, который на десятки лет отбросил их назад во всех сферах общественно-политической, экономической и культурной жизни. Но и это еще не все, это только начало. Еще одна попытка добиться отмены закона о реабилитации репрессированных народов была осуществлена осетинскими лоббистами во время встречи президента Путина с матерями Беслана. Случился такой эпизод, на который мало кто обратил внимание. Между тем, дальнейшее развитие этого эпизода чревато еще одним чудовищным взрывом на Северном Кавказе. Один из участников встречи, Азамат Сабанов, заявил Путину: пока существует пресловутый закон о реабилитации репрессированных народов, есть повод и в какой-то степени первоисточник этой бойни. Можно когда-нибудь этому положить конец. Согласно толковому словарю Ожегова, пресловутый означает широко известный, нашумевший, сомнительный, заслуживающий отрицательной оценки. Азамату Сабанову президент вроде бы ответил так:
Над этим вопросом работаем. Козак доложил мне, что в течение месяца вопрос будет отрегулирован. Дело находится в Конституционном суде, поэтому эта проблема должна быть снята. Ничего не сделано, все так же и осталось. Так что вот эта спекуляция с Абановым, она не прошла по закону о реабилитации репрессированных народов. Приведенный мною диалог взят из стенограммы воспоминаний матери Беслана о встрече с президентом России. А стенограмма была предоставлена редакцией газеты «Осетия. Свободный взгляд» и перепечатана одной из центральных газет. Чуть более полувека назад с отчетным докладом на партийной конференции выступил секретарь Северо-Осетинского обкома ВКПБ товарищ Кулов. Это тот Кулов, который вымаливал у Сталина Кабардинский Моздок. В итоге вымолил его, и город Моздок по сегодняшний день находится под юрисдикцией Северной Осетии. В начале 1944 года, сказал он, в жизни нашей республики произошли крупные исторические события. Благодаря постоянным заботам лично товарища Сталина в феврале 1944 года советским правительством были приняты государственной важности решения по развитию и укреплению Северо-Осетинской ССР. Вследствие этих мероприятий территория нашей республики увеличилась до 50%. Я вам не раз уже говорил, что Северная Осетия создана на ингушских, кабардинских, карачаевских и балкарских территориях. Своей собственной территории у Северной Осетии практически нет. Секретарю обкома наверняка аплодировали. Надо полагать, долго и продолжительно. О том, что скрывалось за заботой товарища Сталина, стало известно лишь много лет спустя. 23 февраля 1944 года чеченцы и ингуши депортируются в Казахстан и Среднюю Азию. Руководит депортацией лично Лаврентий Берия. Вагонов для транспортировки не хватает, они нужны Красной Армии. Проблема решается быстро и кардинально. Советское государство не разбазаривает свои стратегические ресурсы на перевозку всех жителей Чечено-Ингушетии. Депортирует в основном молодых и здоровых. Старых и немощных по распоряжению Берия загоняет как скот на пустые фермы, где расстреливает или сжигает заживо. Вслед за гражданским населением беззаконную ссылку отправляет и военных неправильной национальности, ингушей, чеченцев, в том числе орденоносцев и даже героев Советского Союза, отзывает с фронтов и депортирует. И только через 2 недели, 7 марта 1944 года, задним числом, факт становится законом. Верховный Совет СССР принимает подготовленный Берией указ о ликвидации Чечено-Ингушской ССР и административном устройстве ее территории. Согласно новому административному устройству, города и все районы, где раньше жили ингуши, со всем имуществом передавали Северной Осетии. Тогдашнее руководство Северо-Осетинской ССР принимает царский подарок и включает отторгнутые у Ингушетии земли в состав своей республики как неизменяемые территории. Десятки тысяч ингушей и чеченцев будут умирать от голода в степях Казахстана и Сибири. Лишенные всех прав депортированные проведут ссылки почти 1,5 десятка лет под неусыпным оком спецкомендатур. За эти годы число ссыльных сократится на треть. Депортации подверглись 13 народов бывшего СССР. В сталинской дюжине оказалось более 20 миллионов человек. Именно тогда пороховой бочке был подведен очередной фитиль. После смерти Сталина репрессивным народам было дозволено вернуться на свои земли. Но лишь вернуться. Ни о чем другом речь не шла. И только в апреле 1991 года депутаты Верховного Совета СССР приняли закон о реабилитации репрессивных народов. Тогда этому закону, нынче названному осетинскими лоббистами пресловутым, аплодировали стоя Дмитрий Лихачев и Андрей Сахаров. Назвали его актом покаяния перед 13 народами, необходимым для дальнейшего развития страны. И смотрите, что происходит. В том же 1991 году начались попытки осетинских лоббистов отменить этот закон. Если не весь, то хоть несколько статей. А если не отменить, то проверить его на соответствие Конституции страны. Почему же он так мешает им? Руководители Северной Осетии и осетинские лоббисты уже десятки лет ведут борьбу против этого закона. В марте 1992 года они пытались провести постановление о невозможности совместного проживания ингушей и осетин, но Конституционный суд Российской Федерации его отменил.
Дважды обращались к президенту России с требованием отменить 3-ю и 6-ю статьи закона, дважды получили отказ. Несколько лет назад парламент Северной Осетии предложил Госдуме законопроект об изменении этих статей, но и он был отклонен. Что это за статьи? Почему такой сыр-бор из-за этих статей? В них говорится о территориальной реабилитации ингушского народа, иначе говоря, о возвращении исконно ингушских территорий, перераспределенных сталинско-беревским указом при восстановлении прав репрессированных народов. Ни Грузия, ни другие, которым в свое время отошла часть ингушской территории, не препятствовали возвращению ингушей в свои дома. Кантри-республики сразу же вернули отошедшие к ним чужие земли. И только руководство Северной Осетии их удерживает, размещает там граждан Грузии, приезжающих из непризнанной Южной Осетии. А ингуши до сих пор не могут вернуться на свою землю, даже устроиться на работу в тех местах становится для ингушей проблемой. И это, заметьте, на их же земле. Хочу обратить ваше внимание на следующие обстоятельства. Что между тем руководство РСО продолжает утверждать, что закон о реабилитации репрессированных народов противоречит Конституции России. В Конституции говорится о невозможности изменения границ между субъектами Российской Федерации без их согласия. Хорошо, пусть будет так, но ведь в 1944 году более треть территории Ингушетии было отдано без всякого согласия ингушского народа. Так что речь идет о восстановлении права и справедливости. Я уверен, что попытка пересмотреть закон о реабилитации репрессированных народов – это ход в более серьезной игре, а осетин просто используют для достижения своих глобальных целей. Совершенно очевидно, что сейчас делается новая попытка спровоцировать противостояние между ингушами и осетинами. Именно этим, на мой взгляд, объясняется стремление руководства Северной Осетии решить проблему, навязанную нам Сталиным, используя события, произошедших в Беслане. Спекуляция. На встрече с Путиным некий Азамат Сабанов озвучил позицию руководства республики. Сам глава РСО принимал участие в этой же встрече. Мол, среди захвативших школу Беслана были и ингуши. Но и среди них были и осетины. С другой стороны, если логически продлить мысль гражданина Сабанова, придется сделать вывод. Захватив Бесланскую школу, террористы, мол, якобы рассчитывали ускорить выполнение закона о реабилитации репрессированных народов. Во-первых, таких заявлений не было, и это не прикрытая ложь. Во-вторых, обратите внимание на эту дикость и подлость использовать в своих политических целях горе матерей Беслана. Он буквально спекулирует на Беслане для того, чтобы отменить закон о реабилитации репрессированных народов. Эти лоббисты готовы на все, только чтобы не вернуть ингушские территории, которые им не принадлежат, на любую спекуляцию. То есть подлость и коварство этих людей безгранично. А вот смотрите, что происходит далее. Далее, если объяснить слова президента, если, к примеру, допустить, что в стенограмме воспоминаний матерей Беслана слова, якобы сказанные Путиным, они переданы точно о том, что закон был принят неправильно и теперь приходится расхлебывать последствия, то я лично не верю, что президент этого говорил. Владимир Путин юрист, он прекрасно знает, что глава исполнительной власти не может таким образом отзываться о принятом законе до решения Конституционного суда. В противном случае его слова могут быть расценены как давление на высший судебный орган. Кроме того, я думаю, президент Путин хорошо знает ситуацию на Кавказе. Он знает, что в силу веками сложившейся традиции ингуши фантастично привязаны к тем местам, где они родились и выросли. Нередки случаи, когда ингуши привозили останки своих родных, умерших в ссылке, и хоронили их на своих фамильных кладбищах. Они не могут понять, почему их лишили возможности жить на своей земле, где находятся их дома, родовые кладбища и памятники культуры. А вот что пишет в своей статье, посвященной на тему недавно вышедшей книги «Осетины на службе у Третьего рейха», Руслан Заров, идеолог осетинского национализма, фальсификатор истории автохтонных народов Кавказа и выдумщик теории осетинского аланства. Как считает Заров, наступательная активность ингушей по отношению к осетинам – актуальность территориального вопроса. В
хрестоматийные признаки исторического этапа, переживаемые сейчас ингушским обществом. В 20-м, начале 21 века, по словам ученого, сложился слой ингушской элиты, имеющий значительный экономический потенциал и высокие социальные притязания. Вопрос о пригородном районе Северной Осетии стал центральной идеологической площадкой, где ведется борьба за политическую власть между ветвями новой прослойки. Фантазер, ну вот, как и говорится, как я и говорил, он просто фантазер и выдумщик. Цель автора книги «Осетины на службе у Третьего рейха», как считает профессор Бзаров, ясно сформулирована. Исполнение закона о реабилитации репрессивных народов. И это туда же. То есть территориальный передел, пишет в своей статье Руслан Бзаров. Как вы видите, уважаемые зрители, даже здесь осетинские лоббисты не упускают возможность выставить закон о реабилитации репрессивных народов причиной всех своих бед. Но и это еще не все. Аппетиты осетинских лоббистов растут с каждым годом. На сей раз объектом их нападок стала Конституция Республики Ингушетия, а точнее статья 11 Конституции Республики Ингушетия, которая гласит: возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия – важнейшая задача государства. Эта статья 11 стоит буквально как кость в горле у осетинских лоббистов и у руководства Северной Осетии. Они прям истерят по этой статье. Буквально недавно было выступление на заседании Общественной палаты России члена Совета старейшин Северной Осетии Владимира Лакуева, где Лакуев, озабоченный и встревоженный, поблагодарил президента России за то, что он делает для всей страны. Далее этот очередной осетинский лоббист открыто дает намек на то, что в Конституции Ингушетии есть некая статья, носящая угрозу территориальной целостности Северной Осетии и якобы мешающая восстановлению добрососедских отношений. Я не понимаю, о какой территориальной целостности Северной Осетии идет речь, когда пригородный район и город Владикавказ являются исторической родиной ингушей. Это ингушские территории. Лакуев не стал озвучивать, о какой именно статье идет речь, но предельно дал понять, что речь идет именно о статье 11 Конституции Республики Ингушетия. При этом добавил, что Северная Осетия – форпост России, самая южная республика, самая незащищенная на Северном Кавказе. Ну, как всегда. Также напомнил о каких-то терактах на Северной Осетии за последние 25 лет. Нападения в Беслане и так далее. Отчетливо намекая, откуда, дескать, исходит зло. На мой взгляд, Лакуев забыл о том, и ему не помешало бы вспомнить о заранее спланированной осетинским руководством этнической чистки ингушей в 1992 году в пригородном районе и городе Владикавказе, в результате чего более 70 тысяч ингушей стали беженцами, потеряли свои дома и имущество, тысячами стали заложниками и подвергались пыткам и издевательствам, к примеру, в той же школе номер 1 города Беслан, в том же спортзале. Вспомнить о без вести пропавших в 1992 году и до сих пор не найденных 198 человек лиц ингушской национальности на территории Северной Осетии, а также о 1000 зверских убитых ингушей осетинскими бандформированиями в ходе так называемого осетино-ингушского конфликта. Вот что надо было Лакуеву вспомнить и сказать, прежде чем жаловаться президенту, преподнося ему статью 11 Конституции Ингушской Республики как статью, угрожающую территориальной целостности Северной Осетии. Ему надо было об этом вспомнить. Об осетинских бандформированиях, как они заранее спланировали этническую чистку, как они убивали ингушей, они зверски издевались над ингушами, как они брали ингушей в заложники, как они убивали женщин и детей. Вот об этом надо было Лакуеву вспомнить. На этом я прощаюсь с вами.
Всего доброго, до новых встреч!